Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантья. Давно не виделись. Надеюсь, что вы меня не потеряли. У меня был запланированный отпуск, но так волшебно сложилось, что он совпал с пандемией. Но так как уже я возвращаюсь и начинаю выкладывать видео на канале, так как и выкладывали. Надеюсь, что вы меня не потеряли и не забыли. Перед вами, как обычно, смотрите, 3 варианта. Расклад на дам на недельку с 1 по 6 июня 2020 года. 3 варианта, 1, 2 и 3. Дама трифовая, бубновая и червовая. Цифрок нет, решила в этот раз вам камушки дать на выбор. Первый вариант у нас горный хрусталь, нефрит и розовый кварц. В общем-то, сосредоточьтесь, подумайте о себе. Спросите, как сложится ваша неделя следующая, и делайте свой выбор. А я перехожу к первому варианту, к даме трифовой. Ну что, дама трифовая, первый вариант, смотрим вас. Партнером назначила короля бубнового. Заходите вы в период, получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и также некая дама червовая к вам со своими любезностями. Также дама червовая собственной персоной в неком казенном доме. Было у вас не свидание, встреча. Казенным домом может быть, знаете, еще и соцсети, скайпы, ватсапы, вайберы, телеграммы, в общем, все, что у нас есть, всякие мессенджеры и программы. Вот, могли быть с ней какие-то разговоры, переговоры именно в соцсетях. Но также это и некий казенный дом, работа, больницы, нотариальные конторы и так далее и тому подобное. И также у вас с ней был некий разговор, достаточно такой, где-то у кого-то на повышенных тонах, важный, где-то у кого-то это даже был разговор, скандал при встрече с ней, и также мог быть разговор с неким казенным королем. Вот оно. Вот эти две персоны, вот и дама червовая, и казенный король, вполне себе могут быть связаны, например, это ваши коллеги по работе, либо это какие-то ваши друзья, знакомые, связанные с вами неким казенным домом. Вот такое тоже может быть. Итак, смотрим вас, дорогие мои, дальше. На сердце у вас ваш партнер бубновый король. Вот он, его ранняя дорога. И под сердцем ваш партнер бубновый король собственной персоной. В голове у вас дама бубновая к вам со своими любезностями. И также ваш партнер король бубновый к вам со своими хлопотами. И это могут быть хлопоты достаточно такие благородные, да, ваш партнер к вам относится с благородством, либо это также в голове у вас некий казенный король. В ногах у вас опять же дом дамы червовой, и вы со своими любезностями, скорее всего, к этой даме червовой. Также, смотрите, могли быть через ваши любезности, да, инициатором каких-то таких неприятных, некрасивых моментов, могли быть вы в разговоре, в общении с этой самой дамой червовой. Вот, потому что и какое-то раздражение может быть на себя любимую. Что было? В ранней дороге вы очень злились на себя, и был у вас какой-то прям большой такой разговор с собой, что вы хотите, как вы хотите дальше жить, как вы видите вашу жизнь и так далее и тому подобное. Но если вы практик, эзотерик и так далее и тому подобное, то здесь в ранней дороге вы занимались именно какими-то магическими, эзотерическими практиками, энергетическими практиками, рейки, йога, ритуалы, гадания и так далее и тому подобное. И также были какие-то хлопоты пустые, и дама червовая к вам со своими хлопотами. Но опять же, вы хлопоты дамы червовой ставите для себя как-то пусто. Ну, хлопотала она, хлопотала и ладно. Также, что будет? Дама червовая к вам со своим интересом, и через ее интерес у вас будет с ней какой-то разговор. Вот она. Также у вас будет некая встреча, свидание в неком казенном доме.
Вот. И вы через ваши хлопоты получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Вот оно. И основная линия недельки. Сейчас я вам ее выложу на столе. Вот. Опять же, смотрите, дама червовая собственной персоной. Скорее всего, она еще и вхожа в ваш дом. И разговоры, переговоры с вашим партнером королем Бубновым, и он к вам со своими любезностями. Итак, для вас, дамы, дорогие мои, дама червовая, вы и злость, скорее всего, на отношения, либо на какое-то общение вот с этой самой дамой червовой. Кто это, решать вам. Также здесь для дома дама червовая, смотрите, она к вам со своими любезностями, со своими хлопотами, еще и собственной персоной. Вот, скорее всего, она вхожа в ваш дом. И знаете как, здесь ее может быть просто слишком много, она может быть прям так настойчиво навязываться или навязывать свое общение с вами. И поэтому здесь может быть злость, и поэтому в доме мы видим только вот ее хлопоты и любезности. На сердце вы содержите свои хлопоты, то есть себя, также разговор с вашим партнером королем Бубновым, и опять же это дама червовая к вам со своим интересом. На сердце вы все это содержите. Что было? Был у вас разговор с дамой червовой, и злость. Злились вы на эту самую даму червовую, прям очень сильно, люто, я бы сказала. И смотрите, опять же, да, скорее всего, вы все-таки практик эзотерик. И в прошлом вы что-то делали для себя, для своих каких-то проектов или своих каких-то мечтаний и так далее. Что будет в ранней дороге? Будут какие-то хлопоты пустые, и будете вы еще и злиться, раздражаться на эти самые пустые хлопоты. Ну, то есть какие-то тут бытовые вопросы, которые будут вас злить и раздражать. На пороге, что будет вот-вот, в ранней дороге, вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, скорее всего, от дамы червовой, и будет у вас разговор за этот самый большой, крупный интерес. Разговор может быть на повышенных тонах. Смотрите, обратите внимание, и успокаивайтесь вы любезностями и любовью вашего партнера короля Бубнового. Вот такая выпала неделька у дам трифовых для всех тех, кто выбрал вариант номер 1 и горный хрусталь. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что вы меня не потеряли, и мой канал вам все-таки интересен. Я желаю вам любви, желаю вам процветания, терпения. Любите, берегите, балуйте, цените и заботьтесь о себе. Кто, если не мы, как говорится. И я с вами прощаюсь, перехожу к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас, и заходите вы в недельку с некой дамой трифовой и какими-то хлопотами, такими достаточно эмоциональными, связанными с переживаниями, с эмоциями, с нашим внутренним миром. Также, если есть детки, то это хлопоты за детей. Также, смотрите, злость была на любезности этой самой трифовой дамы, и некий казенный король тоже здесь присутствует. Также злость и раздражение на какие-то эмоции. Это, знаете, могут быть эмоции со знаком минус, какая-то неудовлетворенность, какое-то недовольство собой, недовольство личной жизнью, недовольство какими-то отношениями с друзьями, с родственниками и так далее и тому подобное. И здесь еще есть и какие-то разговоры, обсуждения, перемывания косточек и так далее и тому подобное. Вот так может проиграться. Ну что, дорогие мои, партнером я назначила вам короля трифового. Итак, заходите вы, прошу прощения, на сердце, конечно же. На сердце у вас какие-то эмоции, какие-то переживания, когда, знаете, на сердце неспокойно. Под сердцем у вас опять же переживания, это могут быть слезы, это могут быть какие-то глубокие внутренние неудовлетворенные ваши потребности. И это может быть переживание за кого-то, если кто-то болеет, если кто-то себя плохо чувствует, вот и такое может быть. В голове у вас ваш партнер король трифовый к вам со своим интересом в ранней дороге, и ваши чаяния и надежда на вашего партнера. В ногах у вас чаяния и надежда вашего партнера короля трифового,
разговор с ним, разговор такой эмоциональный, за любовь, за переживания, за чувства и так далее. Что было? Опять, если у вас есть детки, то это хлопоты за детей в ранней дороге. Если деток нет, то опять же это какие-то переживания, какие-то эмоциональные действия, знаете, вот такие порывы, когда необдуманно, когда невзвешенно что-то делаете, либо что-то говорите, но все это пустое. Поговорили, поэмоционировали, выплеснули свое недовольство, либо свои эмоции и забыли. Также у вас был разговор с вашим партнером королем Трифовым. Разговор такой был на повышенных тонах, либо какие-то выяснения отношений. И опять же, что было? Опять эмоции, переживания. И вы к этому всему делу, да, с большим каким-то своим интересом. Постоянно об этом думаете, постоянно анализируете, постоянно что-то взвешиваете, принимаете какие-то решения, потом эти решения отменяете и так далее и тому подобное. А что будет? Некий казенный король, связанный с дальней дорогой, либо с вашим будущим, и все это как-то раздражительно, все это как-то неспокойно. Также могли получить получите точнее, какие-то сплетни, известия, новости неприятного, некрасивого характера. Также вы со своим интересом к вашему партнеру королю Трифовому, он к вам со своими хлопотами. Также могут быть от него поступления каких-то денежек. Он может вам вручить, преподнести какие-то деньги, достаточно такие большие, крупные, либо вы совместно с вашим партнером оформляете какие-то финансовые документы, ипотеки, кредиты, какие-то переоформления, какие-то крупные покупки и так далее и тому подобное. Также вы со своими хлопотами, опять же, к вашему партнеру. То есть, смотрите, да, здесь он к вам со своими хлопотами, а здесь вы к нему со своими хлопотами. То есть тут такие какие-то обоюдные совместные хлопоты и дела, направленные на ваши отношения, на ваше совместное будущее. И основная линия недельки. Сейчас я вам ее покажу. Здесь злость на себя, на какие-то ваши дела, проекты. Если вы практик, эзотерик и так далее и тому подобное, то здесь вы могли просто-напросто заниматься именно эзотерическими практиками, магическими практиками, как йога, рейки и так далее и тому подобное, за себя, за свой интерес, за свои планы, за ваши надежды и так далее и тому подобное. Также вы со своими любезностями были к вашему партнеру, королю Трифовому, и он собственной персоной, в принципе, на этой недельке для вас нужен, важен и занимает какую-то некую главенствующую роль на этой недельке. Итак, для вас раздражение на некую дальнюю дорогу, либо раздражения будут ближе к концу недельки, и будете здесь эмоционировать, сильно переживать. Для дома в ранней дороге у вас будет разговор какой-то большой, крупный, где-то может быть разговор, скандал с вашим партнером, королем Трифовым. На сердце у вас, опять же, переживания, связанные с вами, с вашими чаяниями и надеждами. И вот, знаете, вы как будто бы прям погрязли, утонули в этих переживаниях, никуда вы от них не можете уйти, все это на сердце, все это неспокойно, сердце не на месте. Что было? Опять же, если есть детки, то это хлопоты за детей, если нет, то здесь эмоциональность такая прям большая, сильная, бурлит, кипит. И ваш партнер король Трифовый к вам со своим интересом, и через его интерес у вас был с ним некий разговор. Либо разговор мог быть за его интерес, что-то вы обсуждали, может что-то анализировали совместно. Что будет? Будет у вас, опять же, вы переживать будете, опять же, эмоции, хлопоты никуда от вас не деются, и вы со своими хлопотами еще и к вашему партнеру, королю Трифовому. Что будет на пороге? Какие-то пустые хлопоты, и вы будете хлопотать за себя, за свои любезности и за денежки, скорее всего. Но здесь эти хлопоты, они не принесут должного результата, и вполне может быть, что они просто не принесут результат на этой недельке. Все перенесется дальше, на будущие периоды. И успокаивайтесь вы неким казенным королем. Вот такой расклад у нас получился для двоечек, для дам бубновых.
Господи, я вам желаю, конечно, любви, здоровья, процветания, терпения. И берегите, любите, балуйте, цените и заботьтесь о себе. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи. Итак, дама червовая, третий вариант. Смотрим вас. Заходите вы в период с вашим партнером, королем Трифовым. Я вам его назначила, и он здесь уже и выпал. Но здесь какое-то злость и раздражение на него. Либо он мог вам рассказать какие-то сплетни, какие-то интриги, какие-то слухи такого неприятного, некрасивого характера. Также здесь получение каких-то денег достаточно крупных размеров. И какие-то могут быть скандалы, разговоры за деньги, такие некрасивые, опять же, неприятные. И некий казенный дом. Ваш партнер король Трифовый, вы к нему со своим интересом. И смотрите, здесь может так проиграться, что вы просто-напросто очень часто на постоянной основе находитесь в переписке, либо на созвоне, либо в постоянном контакте со своим партнером в соцсетях, в мессенджерах и так далее и тому подобное. Итак, на сердце у вас встреча, свидания с неким бубновым королем, под сердцем встреча, свидания и интерес этого самого бубнового короля. Кто это? Решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это вполне может быть он. Если нет, то это могут брат, сват, коллега по работе и так далее и тому подобное. И вполне себе такое может быть, что это встреча, свидания и с дамой бубновой. Вот она выпала у нас также. И интерес дамы бубновой тоже к вам. В общем, у каждого проиграется по-своему. В голове у вас разговоры с бубновой мастью. Скорее всего, здесь у нас король. Да? И ваш партнер король Трифовый. В ногах у нас, смотрите, раздражение и злость на себя. И свидание, встреча с некой дамой бубновой. Но смотрите, если у вас выпадает или один герой, да, или второй, то здесь чуть-чуть трактовочки другие. Если все-таки это король в вашей жизни присутствует, то все, что я говорила про короля. И здесь тогда просто встреча, свидание с чаяниями и надеждами короля бубнового. Если никакого короля нет, а есть бубновая дама, то здесь опять же встреча, свидание с ней и раздражение на нее, а в голове у вас чаяния и надежда бубновой дамы. В общем, примеряйте на себя, у каждого проиграется по-своему. Что было? Хлопотали вы за свои чаяния и надежды в ранней дороге, и здесь бубновая масть, опять же встреча с бубновой мастью либо с королем, либо с королевой. Также ваш партнер король Трифовый, но ставите вы его пусто. Вот есть он и есть. И в ранней дороге ваш партнер король Трифовый был к вам со своим интересом. Тоже все это было в прошлом. Что будет? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за себя в собственном доме, скорее всего, в разговоре с вашим партнером королем Трифовым. Вот так. Также вы со своим интересом каким-то бумагам, какой-то новости, которую вы получите в будущем, да, и бубновая масть, либо король, либо дама бубновая к вам со своими любезностями, все это тоже будет в ранней дороге. И основная линия недельки. Будет у вас какой-то большой крупный разговор с самой собой, разговоры за себя, за ваши любезности, за ваши желания, мечты и так далее и тому подобное. И некий казенный дом. И ваш партнер король Трифовый к вам со своими любезностями. Вот опять, скорее всего, здесь так и проиграется, что просто-напросто вы на протяжении всей недельки будете с вашим партнером королем Трифовым на постоянной связи в соцсетях, в мессенджерах, на созвоне, переписке и так далее и тому подобное. Итак, для вас в ранней дороге будут разговоры с вашим партнером королем Трифовым и опять же казенный дом. Вот скорее всего, опять же повторяюсь, да, это соцсети. Для дома ваши чаяния и надежды и раздражение на себя, на эти чаяния и надежды, видимо, не получается все так, как вы планировали, и некий бубновый король, либо чаяния и надежды бубновой дамы. И также раздражения могут быть и на этих героев, либо на короля, либо на даму, у каждого проиграется по-своему. На сердце вы содержите бубновую масть, короля или королеву бубновую, но все это как-то пусто. Вот вроде как содержите, а вроде как и
понимаете, что не нужна она вам. И также на сердце, конечно, интерес вашего партнера короля трифового. Но и его вы можете ставить как-то пусто. Вот и туда, и туда. Видимо, не получается все так, как вы планируете, либо так, как вы хотите. Что было? Был ваш партнер король трифовый к вам со своими любезностями в вашем совместном доме, если проживаете совместно. Если нет, то просто здесь его любезности по отношению к вам. Что будет? Будете вы со своими любезностями, и через ваши любезности в ранней дороге вы получаете от бубновой масти, либо от короля, либо от королевы бубен какой-то большой крупный нечаянный интерес. На пороге что будет? Вот-вот дама бубновая. От дамы бубновой вы получаете какие-то новости, какие-то известия, и ваш партнер, король трифовый, тоже собственной персоной. Если никакой дамы бубновой нет, то опять же это чаяние и надежды короля бубнового. То есть через его чаяние и надежды вы получаете какие-то новости, какие-то известия. И успокаиваетесь вы интересом бубновой масти. Либо дамы, либо короля бубновых. Либо это может быть также получение какой-то большой крупной суммы денег. Вот такой у нас получился расклад для всех тех, кто выбрал вариант номер 3, даму червовую. Я вам всем желаю, конечно, любви, процветания, благополучия, терпения, веры. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю, что были со мной. Рада всех видеть, рада, что вернулась. Будем продолжать работать, как и раньше, после большого, прекрасного, продолжительного и так давно желанного отпуска. Ну что, всем пока, всем до встречи.